Для зрителей, которые к нам прибывают, добро пожаловать в 4-й день международного фестиваля FlyFest. Может быть, главное событие для водных экстремалов всего мира. Атлеты из 19 стран собрались здесь, чтобы удивлять, ставить рекорды, разыгрывать Кубок мира по гидроплаю. Всероссийские соревнования по водно-моторному спорту в классе аквабайк. И сегодня то, чего мы так долго ждали, попытка на рекорд Гиннесса по массовому взлету флейбордистов. И сразу после массовый заезд порядка 70 аквабайков пойдут по акватории Волги. Ребята, аквабайк, пора спускаться на воду. Еще одно очень важное объявление для аквабайка. Спускаемся на воду, выстраиваемся в колонну возле катера Гиннесса. Полная уже готовность. Парни, пожалуйста, седлайте коней и на воду. Для ребят по гидроплаю 10 минут и тоже полная готовность к 3 часам по Москве. 10 минут до массового взлета. Большая просьба для владельцев коптеров. Ребята, все, кто не аккредитован на FlyFest, пожалуйста, большая просьба увести коптеры из зоны соревнований, потому что вы можете помешать аккредитованным специалистам, видеографам. Большая просьба всем, кто с личным коптером приехал. На момент взлета флейбордистов, на момент прохода аквабайков убрать коптеры из зоны соревнований. Большая просьба. В зоне соревнований только коптеры аккредитованных специалистов. Сейчас. Ребята, флейбордисты, пожалуйста, подходите к берегу все, и те, кто на воде, и те, кто готов спуститься к воде. Вам раздадут организаторы порядковые номера. Пожалуйста, чтобы у каждого был номер участника. Сейчас подойдите к воде и дождитесь, когда организаторы вручат вам порядковый номер. Спасибо. Последние 7-8 минут у нас остаются. Раздаем номера и полная боевая готовность перед попыткой рекорда Гиннесса. Но они так и нам не говорят, какие камеры вывесили. Просто вот это, давайте следите солнце на воде, и я еще буду 3 часа сидеть и Yeah.
Ребята, еще раз объявление для тех, у кого есть квадрокоптеры, кто занимается аэросъемкой. Пожалуйста, если вы не аккредитованы, огромная просьба от организаторов убрать сейчас квадрокоптеры и завершить аэросъемку. Ребята, флайборд, напоминаю, взлетаем после того, как построимся все. Первый на воду Антон Попов выходит, потом все остальные, последним Макс идет на воду. Ребят, напоминаю, сигнал даем флагом и звуковым сигналом протяжным морским. Это будет сигнал к массовому взлету. Первым взлетает Максим, за ним поднимаются все остальные. Ребята, гидрики, всем выйти из зоны полетов, пожалуйста, тем, кто не участвует сейчас. Первый сервис. It's not true. There were forces working to undermine the rhythm, to take away the Ребята, аквабайкеры, за джет-серф сместитесь, пожалуйста, выйдите из зоны массового взлета. Спасибо. Обращение к ребятам на гидроциклах. Аквабайк, выходим из зоны взлета. Ребята, флайборд, получаем порядковые номера, и у нас
5 минут до выхода. Кто еще не успел порядковые номера получить? Дэн, подними руку, пожалуйста. У Дэна вот он. Вот Дэн, у него порядковые номера. У кого нет, еще подойдите к стойке диджейской. Номера участников. Ребята, аквабайк, которые стоят прямо по центру акватории, пожалуйста, сместитесь вправо, от вас, возможно, влево, в сторону яхты. Вот туда, выйдите из зоны вылета, пожалуйста, большая просьба. Да, спасибо, вот туда смещаемся. Спасибо, ребята, выходим из зоны вылета флайборда. Дэн, дай, пожалуйста, порядковый номер еще один вот здесь. Ребята, аквабайк, выходим из зоны вылета, пожалуйста.
Друзья, к нам подключаются зрители прямой трансляции. Для них, которые пока наблюдают, как из-за свинцовых туч выходит солнышко, мы должны сказать, мы в нескольких минутах от фееричного события, о котором мы грезили все последние дни. У нас здесь будет попытка на рекорд Гиннесса, массовый одновременный взлет флейбордистов. После этого будет шоу от наших парней и девчонок на аквабайках. Порядка 70 мужчин, девчонок пройдут по акватории Волги в массовом заезде. Совсем скоро вы понимаете, что это экстремально, опасно, это очень увлекательно и это сложно координировать. У нас считанные минуты для того, чтобы мы начали наше шоу, наше представление. Выглядывает солнце, мы в Конаково Ривер Клаб. Это 4-й день международного фестиваля FlyFest 2019. Возможно, главного события в мире водного экстрима. С нами атлеты из 19 стран мира. Новой Зеландии, США, Канады, Франции, Колумбии и многих-многих других. Совсем скоро будем знакомить вас со спортсменами, со всем, что происходит на воде. Пока же те, кто смотрит нас в прямой трансляции, могут наблюдать за разминкой спортсменов, за тем, как выстраиваются в свои фигуры спортсмены на аквабайках и как разминают икроножные мышцы, запястья и все тело ребята, которые сейчас будут подниматься на гидрофлае. Совсем немного времени, обратный отсчет до космического в буквальном смысле события на FlyFest 2019. Прямая трансляция из Конаково Ривер Клаб. Флайборд, выходим на воду. Ждем всех участников. Потом превращаемся в поплавки. Ждем выхода Максима, который будет сигнализировать массовый взлет. Ждем сигнала флагом с вышки и ждем звукового сигнала. Ребята, все, кто готов, флайборд на воду, пожалуйста. Денис Корнилович, пожалуйста, подойди к диджейскому столику. Денис Корнилович, пожалуйста, к диджейскому столику. Ребята, флайборд, все, кто готовы, пожалуйста, на воду. Ребята, флайбордисты, которые на воде, пожалуйста, опуститесь пока временно. Мы
ждем еще тех, кто готов к вам присоединиться. Не так много уже людей осталось, пока просьба не делать трюки, не летать высоко. Мы ждем ребят, которые присоединяются, и дальше синхронно взлетаем. Спасибо. Без трюков пока, без высокого взлета. Виталий Коршиков, просьба приводниться. Ashton Bakers, please go on the water. Ребят, Триал Спорт, пожалуйста, на воду пока. Yushi, please go on the water. Please down. Yeah, thank you. Mika, down please. Mika Turunen. Друзья, все, трехминутная готовность, ждем тех, кто еще не на воде, и точно взлетаем. 180 секунд. Уходим флайбордисты по часовой стрелке за Антоном Поповым. Антон, поднимись в воздух, чтобы тебя все увидели. По часовой стрелке за Антоном Поповым на построение. 3 минуты, спускаются на воду последние из флайбордистов, и мы начинаем. Напоминаю, массовый взлет вместе с Максимом. Сигнал с вышки флагом я подам, и звуковой сигнал мы подадим вам. 1 минуту в воздухе минимум должны все провисеть. Потом фристайл. Денис, мы готовы. Подойди, пожалуйста, к диджейскому столику. Нужна твоя команда. Мы готовы. Нет, мы против солнца. У нас разные стили. Мы против солнца снимаем. Денис Корнилович, подойди, пожалуйста, к нам к диджейскому столу.
Ну что, сегодня 1 июня, мы взбудоражены, но тверды, как львы. Под нами древняя вода, над нами свинцовые тучи и бескрайнее небо. И с высоты птичьего полета все здесь напоминает арену опасных игрищ. Сегодня здесь, в акватории Волги, проходит, возможно, главное событие в мире водного экстрима – Международный Flyfest 2019. Спортсмены из 19 стран, настоящая элита аквабайка и гидрофлая. Позади дни соревнований, позади Кубок мира по гидрофлаю, полный невероятной экспрессии и трюков. Сегодня и сейчас кульминация. То, чего мы ждали так долго, то, о чем грезили. Одновременный массовый взлет флейбордистов. Славься, Волга, идущий на рекорд, приветствуют тебя! Make some noise! Поехали! Это еще сигналом дать. Еще, Виталий, еще разок. Давайте поаплодируем! Заявка на рекорд Гиннесса! Трансляции для тех, кто смотрит нас, хочу сказать, что сейчас здесь, в акватории Волги, над водой, поднялись несколько десятков, более, по-моему, 40 или 50 флейбордистов. Что это значит и почему это так? В 2015 году во Франции был установлен рекорд Гиннесса по одновременному взлету ребят на летающих досках, их было 58 человек. И сегодня здесь, в Pinnacle River Club, возможно историческое событие. Возможно, сегодня мы побьем рекорд Гиннесса с флагами в руках, над водой. Настоящие экстремалы и гладиаторы водной арены, флейбордисты из 19 стран мира. Среди флейбордистов, как вы видите, есть и пары семейные, они вдвоем на флайборде. Есть и наш самый юный участник, он летает чуть ниже других, но зато его львиное сердце показывает, что из него вырастет будущий чемпион мира. Это Виктор Коневский. Витя, Эстония, вот он, помашите ему, мальчишка в зеленом жилете. Среди спортсменов ребята из Японии, Турции, Финляндии, США, Канады, Колумбии, Новой Зеландии, Чехии, России. Вчера мы завершили соревнования по гидрофлаю, Кубок мира. Мы хотим поздравить одного из тех, кто сейчас на воде, Антона Попова, нашего чемпиона в категории мастера. Антон первый выходил на воду с российским флагом. Но сейчас не важны имена, важно количество, важен масштаб. Пляж, если у вас свободные ручки, once again, make some noise for Flyboard Show!
Поехали! Зафиксировано время, теперь фристайл! Поехали! Бэкфлипы, дропы, фронты, инфинити, юниверсалы, того, что гораздо! Поплавки, много людей, Волга кипит! Под аплодисменты зрителей покажем, что такое флайт шоу! Обратите внимание, по центру акватории как раз Антон Попов, которого я представлял только что. Бэкфлип сделал, еще один бэк. Даже дабл, да, Антоха? Спин, дабл бэкфлип. Ребят, давайте засинхронизируемся по Сазонову, по Косте. Вот он, вверху, Кост, подними ручку. Вот с черным флагом Костя Сазонов. Синхронизируемся, попробуем сделать одновременно трюк, бэкфлип всех. Ребят, наверх. Please, up, up, up. Look at Костя Сазонов with black flag. Флаг с нашим партнером компании G-Shock. Up, please, up, up. If you are ready, backflip. 1, 2, 3, go! Это фристайл. Огромное количество трюков в арсеналах профессионалов и любителей флорбординга. Бэкфлип — это, как вы понимаете, кульбит назад, дабл бэкфлип, двойной кульбит назад. Есть спортсмены, которым дается трипл, тройной кульбит, и практически невозможное прыжок 4 оборота назад. Вот только что дабл бэкфлип исполнил один из спортсменов. Костя Сазонов заходит на трюк и делает дабл бэкфлип с флагом Костя Браво. Йон Йон, я вижу, наш спортсмен из Южной Кореи с флагом здесь ближе к берегу летает. Антон, Костя, большая просьба от организаторов, сделайте синхрон, пожалуйста. Костя, Антон, все внимание на двух спортсменов, которые сейчас висят в воздухе, переговариваются. Не получилось. Костя, Антон, ты все увидел. Еще разок. Внимание, попробуем синхрон. Часть шоу, которое показывают ребята по всему миру. Костя Сазонов, Антон Попов, сборная России по флайбордингу. Давайте, парни. Поддержим, ребят! Синхронный дабл бэкфлип. Наблюдаем за спортсменами, выбираем себе любимчиков. Я продолжу рассказывать о трюках для наших зрителей, которые, возможно, видят это впервые, просто удивлены, просто в восторге, учащается их пульс, и это не мудрено. Ровно тот же, такой же выброс адреналина и кортизола в кровь происходит, когда вы находитесь там на воде, и под вами гудят мощные турбины, водные насосы, которые выбрасывают спортсменов на высоту до 20 метров. Один из самых сложных трюков, как говорят здесь спортсмены, это фронт, или если два кульбита вперед, то фронт-дабл. Вчера, кому посчастливилось, видели чистое исполнение фронт-флипов и фронт-флипов без захвата доски, без рук от нашего чемпиона в классе ПРО Дэниеля Гуэрра из Колумбии. Друзья, у нас присутствуют не только страны Европы и Северной Америки, у нас присутствует и азиатский регион, здесь Япония, здесь Южная Корея, здесь один из судей, великий Дон Гвон Янг из Южной Кореи, чемпион мира в прошлом. В этот раз он судил соревнования, и здесь вот ближе к нам, в береговой линии, Кён Йоль Янг, его ученик тоже из
Южной Кореи. Обратите внимание, флайбордингом занимаются не только крепкие мужчины, но и красивые девушки. 2 из них участвовало в наших соревнованиях среди профессионалов. И вчера Кристина Исаева показала, что такое настоящий женский класс, заняла 2-е место. Кристине и Лере, которые украшали эти соревнования, давайте отдельно поаплодируем. Девочки на флайбордах! Make some noise for girls! Если не ошибаюсь, вот там с канадским флагом, заливаемый водой от тех, кто вокруг него, спокойно на лайте летает, нарезая круги. Эштон Бейкерс. Эштон, how are you? Вот он, флаг Канады. Здесь одна большая семья, семья FlyFest. Тут сходит легенда о том, что флайбордисты, как байкеры, только на воде. Это не так. Дружны, веселы. И все проходит максимально экстремально только во время соревнований. Они умеют отдыхать спокойно, с улыбками, знают кучу историй из мира водного экстрима. Карта мира сейчас проецируется на Волгу. 19 стран здесь, в России. И шоу от команды всего мира. Япония, Южная Корея, Турция, Кипр, Канада, Россия, Соединенные Штаты Америки, Новая Зеландия, Чехия, Финляндия, Польша. Всех не перечислить. Продолжается фристайл от наших спортсменов, а я напоминаю для зрителей прямой трансляции, что это было заявлено как рекорд Гиннесса. Посмотрим, удастся ли. Но ясно одно, они сумели это сделать, несмотря на все трудности организации, несмотря на то, что собрать такое количество райдеров, несмотря на то, что технически есть огромное количество деталей. Когда-то отказывают гидроциклы, когда-то шланг, который на сленге они называют гидрой. Есть разные нюансы, но несмотря на это они здесь и делают все от супермена до бэкфлипа. Обратите внимание, некоторые спортсмены, прогибаясь, ложатся на воду и вытягивают руку, словно супермен, параллельно воде. Это трюк так и называется, супермен. Продолжается фристайл, солнышко заходит за тучи, вы видите силуэты этих парней и девчонок здесь, в Конаково Ривер Клаб. Международный фестиваль водного экстрима. Антон Попов. Ты, может, повторим с вертолетом? Повторим с вертолетом. Готов? Отлично. Чуть позже Антон Попов и Константин Сазонов попробуют схватиться за лыжи вертолета. Друзья, да, для тех, кто вдруг видят такое не впервые, кого не удивить этими мощными струями, напором воды, вскипанием Волги, либо в любой другой акватории, а парни летают по всему миру, от маленьких провинциальных городов до знаменитых курортов. Сейчас будет еще кое-что невероятное, как говорится, на десерт. Сюда прилетит вертолет, и 2 наших спортсмена, Антон Попов, действующий чемпион мира в классе мастеров, и Костя Сазонов, продолжающий удивлять нас трюками с флагом в левой руке, попробуют схватиться за лыжи вертолета. И поверьте, если есть что-то эпичное, подобное этому, то это то, что было написано Гомером много-много столетий назад. Ребята, флайборд, давайте последнюю минутку. Сейчас все, кто на берегу, отложат телефоны ради аплодисментов благодарности вам. И сразу после у нас вертолет, и у нас готовятся другие крутые друзья наши на аквабайках. Пойдет мощная колонна, взрезая воду. 1 минута, 59 секунд. Все вверх. Riders, please up, please up. Пляж. Давайте аплодисменты. Make some noise. This is a flyboard, baby. Родриго Дельгадо, забыл про тебя. Вот он, Мексика, еще одна страна-участница. Родриго у нас призер в категории Pro.
Нет, пардон, в категории мастеров. Мастера у нас в возрасте от 30 до 40, но посмотрите, как летает этот парень. Ему вечно 18. Представил последние 30 секунд. Секунд, ребята, после этого на воду. 15 seconds and after that, go on the water. 10, вслед, дайте шуму, вперед! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Ребят, спасибо, на воду опускаемся. Аквабой готовится. Flyboard, go on the water. We are ready to show next show Aquabike. Ребята, покажите друг другу, если не слышно, музыка, звук. На воду, опускаемся на воду, все, спасибо, все. Опускаемся на воду и ждем выступления наших друзей. Сейчас по Волге пойдет колонна из почти 70 аквабайкеров. Парней, которые здесь удивляли нас на соревнованиях. Вчера была церемония награждения. Они встали сегодня утром, они вдохнули первый летний воздух. И они готовы сейчас промчаться по Волге нам на радость и на удивление. Ребята, вниз, пожалуйста, вниз опускаемся. Фото и вниз. Итак, для тех, кто смотрит нас в прямом эфире, кому не посчастливилось в первый день лета находиться прямо здесь, поверьте, песок горячий, даже сквозь кроссовки, настроение просто невероятное, мы ждем шоу Аквабайка. Аквабайк! Готовы? Так, надо кому-то из флэкбордистов подняться, флагом дать отмашку нашим друзьям. У кого флаг? Костя, можешь дать им отмашку? Все, на воду. Go on the water. Витя, опускайся. Аквабайк, внимание, Костя Сазонов дает отмашку черным флагом. Все внимание переключается в правую часть, правый сектор нашего пляжа. Сейчас пойдет колонна из 70 аквабайков. Массовый заезд. Те, у кого свободны руки от телефонов, приготовились. 3, 2, 1, let's go! Нет таких реестров, в которых может быть зафиксирована безумная скорость, с которой они движутся. То, как стучат сердца, как отдается гашетка в ладони, но это непередаваемое ощущение. И самое главное, когда они вместе, вне соревнований, просто потому что одна семья водных экстремалов. Колонна идет по Волге. Здесь нет первых или последних. Это одна большая группа, которая ради вас сегодня рано проснулась, вовремя подготовилась и по времени идет по акватории. Они сделают круг и вернутся к нам. Я постоянно обращаюсь к пляжу, но между тем у нас есть люди, которые находятся на возвышенности. Простите, не всегда успеваю поворачиваться. Дайте аплодисменты, пожалуйста, мы рады, что вы с нами. Здесь много зрителей, кто-то наблюдает вживую, кто-то наблюдает онлайн. Но нас объединяет одно – любовь к спорту, любовь к приятному времяпрепровождению и ощущение, что лето можно встречать вот так. 1 июня, первый день сезона, который мы так ждем. И этот сезон открыт максимально ярким способом. Запомните 1 июня 2019 года и международный фестиваль
FlyFest. Сегодня, наверное, кульминационный день, но завтра мы еще продолжим. С 29 мая по 2 июня Конаково Ривер Клаб, гостеприимные площадки. Мы здесь, чтобы ставить рекорды, чтобы соревноваться и радовать друг друга. Колонна аквабайкеров возвращается обратно. Флайбордисты, кто желает, можно подняться тоже в воздух. И поприветствуем друг друга фристайлом на гидроплаях и колонной аквабайка. Друзья, если есть силы, дайте аплодисментов, ощущение, что мы слегка затихли. Давайте шуму! Оу! Все дни нам невероятно везет с погодой, словно бы все боги водного экстрима повернулись к нам и прощают все метеословки, которые сигналят о дожде либо грозе. Каждый день мы выходим на слипы, так называются места спуска техники. И каждый день мы возносим хвалу водным богам за то, что, как вы видите сегодня, есть тучи, но нет дождя. Более комфортной погоды для взлетов, для проездов по воде не придумаешь. Колонна аквабайка. На заднем плане и на ближнем к нам плане летают флайбордисты, показывая чудеса акробатики. И как же мы тепло вам завидуем, если вы еще не пробовали, что такое ощущение доски под ногами. Аквабайк фристайл здесь. Давайте поддержим аплодисментами. Россия умеет встречать. Внимание, ребята, флайбордисты, у нас объявление для вас. Дальше по программе у нас бэкфлип контест. Шоу одновременных бэкфлипов. Поэтому нам сейчас нужно всем выйти из воды. По очереди подсказывают организаторы, но это, в общем, не важно. Главное, что на воде будет сразу несколько спортсменов. Это будет шоу бэкфлипов. Ребята, флайбордисты, пожалуйста, ближе к берегу. Мы назовем участников соревнований по бэкфлипу, показательных выступлений. И дальше наши зрители смогут наблюдать бэкфлипе в самых разных их вариациях, проявлениях. А я пока назову участников, которые будут участвовать в этих соревнованиях. Ребят, по фамилиям, хорошо, здесь все свои. Филиппов, Попов, Вершинина, Смирнов, Актов, Михаев, Малых, Киков, Мика Турнян, Данил Кондрушин. Ребята, если не услышали себя, мы вам напомним через несколько минут. Это, я понимаю, задача почти невозможная, заставить флайбордистов выйти из воды. Это произойдет только когда наступит переохлаждение, по-моему. Хотя их гидрокостюмы для того и созданы, чтобы ребятам было тепло там наверху. Температура Волги никем сегодня не измерялась, но судя по тому, как они резвятся там, как дети, все хорошо. Ребята, флайбордисты, go on the beach, please. Go on the beach. Ребята, на пляж. Подсказывайте друг другу, возвращаемся на пляж и готовимся к шоу бэкфлипов.
Ребята, плейбордисты, возвращаемся на берег и готовимся. Здесь одна из организаторов, наша Лена, собирает ребят, которые потом продолжат показательные выступления по бэкфлипам. Напоминаю, бэкфлип — это кульбит назад. Есть разные его вариации, мы их все увидим, но для начала просим всех покинуть акваторию. Ребята, спасибо, покидаем акваторию. Не вижу, кто из спортсменов. Мы здесь успели перезнакомиться все, конечно, на момент соревнований. А это с фристайлом на стоячем аквабайке наш замечательный друг из Скандинавии, вчера получивший приз зрительских симпатий за те невероятные вещи, которые он выполняет. Просто посмотрите на это. Ребята, плейбордисты, кто записывался на фестивале бэкфлипов, на соревнования фристайл бэкфлип, пожалуйста, подходите к нам сюда. Мы по центру акватории вас ждем вместе с Леной. У нас готовы списки, и мы сейчас будем наблюдать следующую часть нашего насыщенного дня. Так, вот у нас заявляется еще один участник, Przemysław Piotrowiak из Польши. Przemysław, готовься, переодевайся. Please get ready, и мы готовы. Мы тоже абсолютно ready. Складываем пальцы, как и положено у плейбордистов. Ждем. Ребята, аквабайк, мы вам аплодируем, вы крутые, спасибо. Make some noise! Итак, Филиппов, Попов, Вершинина, Смирнов, Актов, Нихаев, Малых, Кикас, Мика, Даниил Кондрушин и Przemysław. Пожалуйста, подходите сюда, и мы начнем фестиваль бэкфлипов. Вадим вообще не хочет из воды уходить. Вадим, как вода? Так, готов первый. Вадим! Do you want to be first? Do you want to be first? Are you ready? Окей. Пожалуйста, все внимание на парня. Ребята, аквабайк, можно попросить вас чуть-чуть отойти назад и освободить здесь место для соревнований? Ребята, аквабайк, пожалуйста, чуть-чуть уйти за буйки. Сейчас будет выступление плейбордистов. Парни, спасибо вам. Вадим Нихаев, сборная Финляндии. Давайте поаплодируем парню. Бэкфлипы, поехали! Давайте, все уже успели снять видео, давайте хлопать, давайте поддерживать, это заряжает спортсменов. Сколько он так выдержит? Это одиночные бэкфлипы из спины. Вращение спортсмена, он заходит на трюк по или против часовой стрелки и крутит эти трюки. У нас, по-моему, одновременный фристайл на аквабайке и от Вадима на флайборде. Ладошки, шум, пляж, возвышенность, высота. О, дайте шуму. Над всем Вадим Нихаев, Финляндия. Не кружится ли у него голова, спросите вы? Мы не знаем, но ему явно по кайфу. Вадим!
Спасибо, все, минута закончена. Аплодисменты Вадиму Михайлову. Готовится следующий участник. Ребята, Аквабайк, вы можете выйти из периметра, у вас тоже свободная программа, желающие возвращаются на берег, желающие могут фристайлить, кататься, но просьба выйти из периметра, где выступают флайборд. Спасибо вам, парни, спасибо вам, девчонки. У нас готовится следующий участник по бэкфлипам. Ashton, are you ready? Please. Наблюдаем. Ashton Бейкер. Официальная команда Запад и парни выступают на шоу в Китае. Сейчас Ashton Бейкер готов показывать бэкфлипы. Make some noise for Ashton Бейкер! Дроп-флип. Минута, Ashton, 1 minute for your show. Only backflip. Еще один дроп бэкфлип с верхней точки. Считаем бэкфлипы. Заходит на дроп. Вау! И поаплодируем ему. Еще одна разновидность флипов, когда спортсмен, не разгибая колени, делает затяжной кульбит назад, это называется лейаут. И многие спортсмены любят покуражиться и сделать особый такой трюк с шиком, который называется under the loop, или игольное ушко, проход под петлей гидрошланга. Ashton, 10 seconds. Вот он проход под петлей, давайте поаплодируем ему. Thank you very much, Ashton. Ashton, thank you very much. Good song. Все, аплодисменты. Ребята, who's next? Кто готов следующий выйти в периметр и показать нам 1 минуту бэкфлипов? Пляж, как дела? Ну дайте аплодисментов! Это вам не Майами, тут Севастополь клуб! Дайте шуму! Нет, стоп, очень... Ветер, выключай музыку, очень плохо. Пляж! Ну дайте нам шуму, сообразно тому, что увидели на воде. 3, 2, 1, Россия, Каракова, Волга! Мы продолжаем. Ребята, периметр свободен. Кто-то уже туда заходит из спортсменов. По-моему, угол, да? Угол, Пиру. Нет. Солнце, не видим, кто это? Итак, на воде у нас герой наш Альфас из Турции. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Поддержите. Этот человек знает все русские ругательства. И это не шутка. Как он смачно ругается по-русски? Альфас, давай дальше. 14 бэкфлипов.
24. Актас, камон. Время! Финиш! На него не остановить, это уже не зачет. Актас, финиш! Thank you! Все! Браво! 24 бэкфлипов зачет. Продолжаем соревнования. 1 минута, максимальное количество бэкфлипов. Ребята, кто следующий? Продолжаем чемпионат по бэкфлипам. Ребята, кто следующий в периметр? Антон Попов готовится. Антон, 1 минута. Максимальное количество бэкфлипов. Пока это станцует, готовится Антон Попов. Суперболь на доске. Главный танцор всех флейбордических дискотек. Антона Попова ждем в периметре между тем. Антон. Как Романактос из Турции завершил выступление, мы готовим выход Антона Попова. Антон пока надевает ботинки, и скоро его выход. 1 минута, мы считаем количество бэкфлипов. Чемпионат по максимальному количеству фуллбитов назад у флейбордистов. Антон, пока ты собираешься, я к тебе подойду для интервью, попробую водичку, чтобы не только мой голос звучал сегодня. Ради тебя в новых кроссовках прямо в воду золотую. Антон, как настроение сегодня, в этот важный день Флайфеста? Настроение отличное. Не так сказал, давай скажем громко и все поаплодируют. Мы говорим с чемпионом мира по гидрофону в категории мастера. Антоха, как настроение? Отличное! Продолжаем. Антон сейчас выйдет в периметр участвовать в очередных соревнованиях. Все мы азартны. Антон, как никто, здесь. Развлекает вас Хэнтер Кейнели, Вин на стоячем аквапарке со своим фристайлом. Давайте ему поаплодируем. А у нас здесь можно и так, хоть и не программа на одном из телеканалов, но можно передавать приветы. Дитрих, 36-й регион, Воронеж, привет с берега! Такое ощущение, что они все из Воронежа. Воронеж, привет с берега! Антон почти готов. Обратите внимание, зрители прямой трансляции, кто, может быть, видит впервые это шоу. Есть возможность выступления с пультом, когда гидроцикл свободен, и есть возможность выступление с так называемым партнером, гашетчиком, то есть тем, кто управляет гидроциклом. Антон Попов выходит в периметр, 1 минута. Готовится Сергей Филиппов. Can we go?
Антон, попроси Пенту, пожалуйста, покинуть периметр. Возможно, он не слышит нас. Итак, готовится к своему старту в чемпионате по бэкфлипам за 1 минуту Антон Попов, Россия. Антон, дай сигнал, когда будешь готов, и мы запускаем секундомер. Да, ждем, когда покинет периметр наш аквабайк фристайлер. Четвертый день международного фестиваля водного экстрима. Антон, готов? Подожди, Антон. Ребята, аквабайк, помогите, пожалуйста, Пенте с его аквабайком. Зайдите в периметр, помогите отбуксировать байк. Антон, повези, пожалуйста. Можешь потанцевать. Спасибо. Эксклюзивные танцы от плейбордистов. Полотенчик. Ребята, помогите отбуксировать бак. Все, по-моему, помогут. Антон, готов выступать? Отлично. Внимание. Время. Поддерживаем Антона. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 секунд, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 10 секунд, 26, 5 секунд, Антон, 27, 28, время, рекорд, 28 бэкфлипов. Пока рекорд среди участников Антон Браво. Аплодируем Антону Попову, и у нас следующий участник. Настя, будь добра, подойди к нам сюда с регламентом соревнований, мы посмотрим, кто у нас дальше. Настя, ждем тебя здесь. Пока же аплодисменты Антону Попову. 28 бэкфлипов, отсечка для следующих участников. Пока рекорд соревнований. Напоминаю, у нас соревнования по бэкфлипам кульбиты назад за отведенное время. Ровно минута, максимальное количество бэкфлипов. Антон, голова кружится? Правильно, не обманывай, кружится. Настенька, ждем тебя здесь, нам нужен регламент, чтобы объявлять участников дальше. Где наша Настя? Пока мы ждем Настю, напоминаем, что здесь 4-й день Международного фестиваля водного экстрима FlyFest 2019. Не так давно, буквально полчаса назад, у нас был массовый взлет плейбордистов, был заезд аквабайка, а сейчас у нас проходит в нашем периметре соревнования по бэкфлипам. Кульбиты назад у ребят, выступающих в категории гидрофлай. Даниил Кондрушин. Готов Даниил Кондрушин выступать. Даниил, ждем сигнала от тебя, как только будешь готов, засекаем 1 минуту. Ждем команды Даниила. Примерно так проходит и соревнования по гидрофлай. Спортсмен выходит в периметр, тестит
все ли хорошо, и после этого дает отмашку судьям, звучит звуковой сигнал и начинается выступление. Но об этом позже. Ждем сигнала от Даниила. Даниил готов? Просит время. Готов! Время! Раз! Два! Три! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! 11, ждем, 11! 20 секунд! 12! 13! 14! 15! Данил, 10 секунд, 9 уже! 16! 17! 5 секунд! 18! И все! Это был Данил Кондрушин, давайте поаплодируем! Пока рекорд за Антоном Поповым 28 бэкфлипов. Практически 2 бэкфлипа. Приходит, вернее, один бэкфлип, да, на 2 секунды. Очень высокая скорость. Но еще есть ребята, готовые этот рекорд побить. Ждем следующего участника. Настя, по-моему, ты на слите, да? Настенька, будь добра, к нам сюда, если можно. Нам нужен регламент. Мы продолжаем. Это фестиваль FlyFest 2019. Как приятно в этот солнечный день открывать лето и понимать, что впереди каникулы, отпуск, либо просто крутое настроение, солнышко, пляжи, водичка. И самое главное, возможность смотреть такие шоу. Волга как будто и была создана для того, чтобы сегодня во всем великолепии представить на заявку на рекорд Гиннесса. Друзья, ну что, учащается пульс, потому что к нам в периметр готова выйти следующая участница наших соревнований по бэкфлипам Лера Вершинина вместе с Кристиной Исаевой. Это та самая леди, которая участвовала в соревнованиях профессионалов. К сожалению, Лера не смогла пройти квалификацию, но мы помним ее прекрасное выступление и мы ждем ее в периметре. Флайборд — это спорт не только для мужчин, но и для прекрасных девчонок. Лера, ждем тебя в периметре. Так, Лера, готова ли ты? Лера готова, Лера. Буквально секунду, мы ставим таймер. 3, 2, 1, Лера, время! Давайте поддержим Леру, бойся нож, побыстрее пойдем! 3, 4,
изящнее. 11, когда такая леди на флайборде. 12 бэкфлип. 13, Лера, 10 секунд. 14. 15. И время. 15 бэкфлипов. И 16-й. Как поклон зрителям. Аплодисменты Лера Вершинина. Лера, браво. Готовится следующий участник Александр Малых. Все внимание для тех, кто наблюдает вживую, вот туда. То, что вы называете пирсом, они называют слипом, место, с которого спортсмены спускаются на воду для того, чтобы выйти на фристайл или на соревнования. Слипуем, так говорят они на языке своего спорта. Это сленг флейбордистов, аквабайкеров, водных экстремалов. Готовится Александр Малых, Россия. Саша выступал у нас в соревнованиях в категории ПРО. Еще вчера выходил на 2 финала, а сегодня полон сил для максимального количества бэкфлипов за минуту. Пока держится рекорд действующего чемпиона мира Антона Попова. Антон вчера триумфально выиграл соревнования на Кубок мира по гидрофлаю. А сегодня показал класс, сделав 28 бэкфлипов за 1 минуту. Периметр идет Александр Малых. Давайте поаплодируем парню. Саша, как будешь готов, давай нам отмашку. Мы еще раз между тем приветствуем зрителей нашей прямой трансляции. Для тех, кто только что подключился, Конаково Ривер Клаб, акватория Волги. У нас был массовый взлет флейбордистов, массовый заезд аквабайка, а сейчас соревнования по максимальному количеству кульбитов назад у флейбордистов. Саша, ждем сигнала. Готов? Время! Поехали! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Саша, 20 секунд, 17, 18, 19, 10 секунд, 20, 21 и 22, 100! Александр Малых, 22 бэкфлипа. Саша, браво! Саша, потанцуй! Поклон и легкий танец. Вот такой. Ну, как вы понимаете, у всех флейбордистов танцы похожи. Когда у вас ноги закреплены на доске, танцевать немного трудно. Но Саша прекрасно справился. И как и положено, не может уйти без бэкфлипа. Саша покидает периметр, мы ждем следующего участника. Настя. Да, у вас перерыв, да? И мы ждем списка, кто будет следующим.
Пока у нас перерыв, мы продолжаем приветствовать зрителей нашей прямой трансляции здесь, на пляже, нагревая пяточки от песка, нежесть под лучами солнца, разгоняя тучи мысленно с самого утра и наслаждаясь шоу на воде в акватории Волги, которая сейчас блестит, как римская монета. Продолжаются соревнования. Мы закончили главное, ради чего жили эти дни. Мы показали вам массовый взлет флейбордистов, мы показали массовый заезд на аквабайках, а сейчас мы показываем соревнования по бэкфлипам. Даем спортсменам 1 минуту и просим их максимально накрутить количество задних кульбитов. Белки в колесе крутятся, мы кайфуем. 4-й день FlyFest 2019 здесь и сейчас. Наш водный экстремальный диджей Ветрик и парень. Отличная музыка. Кто готов? У нас готов следующий спортсмен. Так, я пытаюсь понять, кто из спортсменов у нас. Настенька, передай нам списки, пожалуйста. Отправь к нам кого-нибудь со списками, да? Будь добра. Он готов. Мы засекаем время. 3, 2, 1, погнали! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, что он делает? 14, 15, 16, 17, просто машина, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, рекорд, 30, 31, 31 пока, 32, у нас идет бронзы, 33, 34, 35, все! Сергей Филиппов! 35 бэкфлипов и весь пляж в холодных брызгах! Серега! Вау! Потанцуй, Серег! Танец временного лидера, а возможно и победителя! Вот он, танец Сереги Филиппова! Один из медалистов вчерашних соревнований категории ПРО! My homie
Продолжается фестиваль водного экстрима, международный фестиваль. У нас здесь атлеты из 19 стран мира. Колумбия, Франция, Канада, США, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея, Чехия, Польша, Белоруссия, Турция, Мексика. Сложно запомнить и сразу перечислить всех, но огромное количество флагов здесь на берегу и максимально позитивные эмоции, потому что FlyFest говорит на всех языках мира. Огромное сообщество водных экстремалов, профессионалов и любителей гидрофлая и аквабайка 5 дней в акватории Волги показывают свое мастерство. Впереди чуть позже у нас вертолетное шоу. Вечером заявлено выступление гидроцирка с огнеметами и пиротехникой, но сейчас здесь мы наблюдаем за соревнованиями спортсменов на флайбордах. Они показывают максимальное количество бэкфлипов, то есть кульбитов назад за 1 минуту. Пока рекордсменом является последний из выступавших Сергей Филиппов из России. 35 бэкфлипов накрутил за 1 минуту. Больше, чем кто-либо до него. Побил прошлый рекорд Антона Попова, и мы ждем выступления еще 4 спортсменов. 3 спортсменов из Польши и 1 ветерана флайбординга из России. Заявлены у нас Шемисов, Петровик, Камиль Новаковский, Эрик Дюссерхоф и Владимир Белов. Вот такой состав. 3 спортсмена из Польши и 1 атлет из России. Пока перерыв и музыка от нашего экстрим-диджея Металя. Как настроение? Не замерзли без гидрокостюма? Отлично, у всех хорошее настроение. Дети у нас разминаются на дорожке, там играют в волейбол, танцуют, общаются. У всех отличное настроение. Знаете ли вы английский или нет? Подходите, знакомьтесь с иностранными спортсменами. Я вижу здесь легендарную шапку Пикачу, который выступал в Тауле Роланд из Франции. Его сестренка бегает в шапке Пикачу. Шапке, которая покорила всех на выступлении юниоров позавчера и вчера. Но соревнования закончены, ребята смогли выдохнуть. Вчера была церемония награждения, эпичная, масштабная, а сегодня мы проснулись ранним утром и смотрели с надеждой на прогноз погоды и в небо над Волгой. Нам повезло, как везет и все эти дни. Погода благоволит. Международный фестиваль FlyFest в самом разгаре. Мы ушли за экватор, мы ушли за кульминацию, но нам есть что вам показывать. И мы продолжаем раскачивать эти гектары земли и воды. Для тех, кто только подключился к прямой трансляции, я напоминаю, что мы находимся в Конаково Ривер Клаб в акватории Волги, и у нас позади 2 главных события сегодняшнего дня: массовый заезд аквабайков и массовый одновременный взлет флайбордистов. Сейчас у нас проходят веселые дружеские соревнования. Такой маленький чемпионат по максимальному количеству бэкфлипов, задних кульбитов. Среди флайбордистов у нас уже выступило 5 участников. Пока лидирует Сергей Филиппов из России, который за 60 секунд умудрился накрутить 35 бэкфлипов. Впереди выступление еще 4 участников.
3 спортсмена из Польши и спортсмен из России. Пшемислав Петрове, Камиль Новаковский, Эрик Дюстерхов и Владимир Белов выйдут и покажут, что значит делать бэкфлипы в отведенное время. Lightning and thunder, thunder, it thunders. Lightning and thunder, thunder, it thunders. Lightning and thunder, thunder, it thunders. Lightning and thunder. Мы продолжаем, мы по-прежнему на небольшом техническом перерыве по подсчету результатов, по заправке гидроцикла с топливом, и совсем скоро продолжим у нас соревнования по количеству бэкфлипов в минуту. Настя, Пшемислав готов? Ждем, я вижу. Ждем выступления Пшемислава Петровича. Друзья, ну кто бы мог подумать, однажды экстремал гений по фамилии Запата придумал, запатентовал флайборд, и сегодня весь мир сходит с ума по этой придумке, хотя летают уже не только на флайбордах, но и на альтернативе флайбордов JetBlade. Весь мир завоевал флайбордом в 2015 году во Франции. Одновременно в воздух поднялись 58 флайбордистов. Сегодня мы пытались побить этот рекорд, результаты будут позже, а сейчас готовится, по-моему, вертолетное шоу, спешит к гидроциклу один из организаторов соревнований, Денис Корнилович. Давайте шуму Денису, он все эти дни вместе со своей командой старается, не покладая рук.
Марина, пока отходи на слив, хорошо? Друзья, давайте поприветствуем. Вертушка опускается над Волгой. И сейчас то, что объявлял один из организаторов соревнований Денис Кардинович, сейчас флайбордисты попробуют взлететь и зацепиться за лыжу вертолета. Это будет невероятный, опасный, мощный трюк. Готовьте зрачки и телефоны, камеры в своих гаджетах, чтобы запечатлеть это. Готовится у нас Антон Попов и Денис Корнилович, чтобы взлететь и зацепиться за лыжи вертолета. Это будет опасно, это будет очень красиво. Это будет еще одна вишенка на огромном торте под названием FlyFest 2019. Пока к нам направляется вертолет, я напоминаю, что у нас такой перерыв, который мы решили утратить, но у нас продолжаются соревнования по бэкфлипам за 1 минуту, фульбиты назад. И если вы посмотрите чуть левее, вы увидите, как разминается еще одна наша красотка, участница Кристина Исаева из России, представляющая официальную команду Запада. Они крутят свои невероятные трюки в Китае, но специально для нас прилетели, выступили вчера. Кристина заняла 2-е место среди профессионалов. Ну а сейчас все готово для вертолетного шоу. Вертолет сам по себе это круто, но теперь мы разбавим и усложним все это выступлениями двух наших флайбордистов, Дениса Корниловича и Антона Попова. Всем, кому не видно, ближе на пляж. Давай нам музычку эпичную какую-нибудь.
как это незабываемо, трансляцию можно будет посмотреть по завершении в нашей группе. Спасибо и пляж! Аплодисменты нашим спортсменам! И отдельные аплодисменты Денису Турбиновичу и Саше Комову и всей большой команде FlyFest 2019. Полгода работы, бессонных ночей, подготовки. Это было очень сложно, но ради того, что вы увидели сегодня, оно того стоило. Мы продолжаем, мы ждем соревнований по бэкфлипам в периметре. У нас готовы наши спортсмены из Польши, готова Кристина Исаева. Сейчас мы продолжим. Пока ждем продолжения соревнований, думаю, особых объявлений не требуется. Пляж, можно танцевать, двигаться и наслаждаться. Кайфуем! Такого дня больше не будет этим.